Сограждане, каждый день увеличивается число якутян, зараженных коронавирусом. Коварный вирус быстро распространяется по республике. Он передается от человека к человеку и смертельно опасен для людей со слабым здоровьем. Внимание! В Якутске участились случаи выявления коронавируса среди больных ОРВИ, не выезжавших за пределы республики. При любых признаках ОРВИ сразу вызывайте участкового врача или скорую. Не занимайтесь самолечением. Каждый из нас может стать носителем вируса и передавать его своим близким и окружающим. Якутяне, находитесь дома, самоизолируйтесь ради сбережения себя и своих близких, чтобы остановить вирус, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни. Указом главы Якутии Айсена Николаева утверждены дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Из резервного фонда правительства республики в помощь бизнесу направят значительную сумму. По итогам конкурса предприниматели на эти средства смогут получить субсидии для погашения части долгов. Перечислим, о каких расходах идет речь. Во-первых, это кредиты и лизинг. Выделенные деньги субъекты малого и среднего бизнеса могут направить на оплату процентов в текущем году в размере ключевой ставки Центробанка России. Второй вид расходов – аренда помещений коммерческой недвижимости. Но только по договорам аренды до 31 марта текущего года. Третий пункт – это налоги. Появится возможность субсидировать фиксированный платеж по страховым взносам для ИП, применяющих патентную систему налогообложения, но не более половины от суммы. Часть средств направят и в помощь предпринимателям, которые в связи с ограничениями перешли на дистанционную работу, то есть на свои деньги открыли интернет-магазин или сайт. Также на выделенные деньги окажут помощь в оплате коммунальных расходов и арендных платежей предпринимателям с инвалидностью, а также одиноким или многодетным родителям, в том числе детей-инвалидов. В настоящее время определяют условия и критерии приема заявок для участия в конкурсе. Более точная информация предварительно появится в конце апреля – начале мая. А пока представители малого и среднего бизнеса подсчитывают долги, нашим телезрителям лучше оставаться дома. Берегите себя.
tranquil, anel margara, ora corvo irginel, dunnalina na kalю. Здравствуйте, сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии. Айсан Николаев расскажет о текущей эпидобстановке в регионе на 11 часов дня 25 апреля. Айсан Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Ситуация у нас такая же напряженная. За сутки официально подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции в республике. Из них 2 в Алдане. Но это уже, скажем так, те люди, которые давно были помещены уже в обсерватор и ожидались их результаты в эти дни. И вот они сейчас поступили положительные. Вот это, скажем так, члены семей работников рынка, с которого у нас все и началось в Алдане. По Якутску у нас на сегодня 6 новых случаев заболевания. Из них 2 у приезжих, которые были с самого начала приезда из аэропорта помещены в обсерватор, как прилетевшие из других регионов страны. У них подтвердился коронавирус. 3 случая это внутрисемейные от тех контактов, контакты от тех больных, которые были выявлены ранее. И 1 новый случай у работника ЗАГСа, который занимался непосредственно работой с электронными базами данных по этому учреждению. Сейчас поэтому принимается мера уже по и выявлению круга его контактов, проведению анализов. По УСНЕРе хочу сказать, что анализы еще окончательно не доработаны, но мы уже точно можем сказать, что массового заражения там нет. Речь будет идти о буквально 1-2 новых случаях заражения. Подтверждение окончательное будет сегодня, поэтому сегодня режима карантинного по УСНЕРе вводить не нужно. Вот такое решение оперативный штаб сегодня принял. Ну и вот с утра у нас сегодня поступила информация, она еще официально пока не пошла в сводки, но у нас есть случай, первый случай диагностирования коронавирусной инфекции у жителя Хангаласского улуса, конкретно поселка Мухсоулох, который находился в больнице с подозрением на внебольничную пневмонию, и вот повторный анализ его на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Поэтому сегодня будут приниматься меры как раз по выявлению круга контактов, по забору анализов у работников больницы, ну и по проверке уже всех тех больных, которые в определенный период вместе с этим больным находились также на лечении. Вот. Ситуация тоже под контролем. Уверен, что оперативный штаб на уровне района все меры необходимые отработает буквально в ближайшие сутки.
В целом, еще раз хочу сказать, что ситуация у нас далека от стабильной, все равно рост числа заболевших есть, и необходимо все меры по самоизоляции, по ограничению своих действий всем жителям республики, особенно тех районов, где у нас есть случаи коронавирусной инфекции, строго соблюдать. Это необходимо для вашего здоровья и для здоровья и жизни ваших родных и близких. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией о ситуации по COVID-19 в регионе на 11 часов дня 25 апреля. Оставайтесь с нами. Внимание, уважаемые якутяне, сограждане! Каждый день увеличивается число